Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде комментариев, в виде лайков, а также за вашу помощь, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто идет в вашу жизнь с любовью? Загадайте, пожалуйста, на себя, на любовь и, пожалуйста, загадайте свой срок. Настраивайтесь. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, идет. Не один человек идет. Есть несколько людей. Так, ну давайте разбираться. Хочу начать с вас, с того состояния, в котором вы сейчас находитесь. Состояние опустившихся рук. Состояние усталости. Усталости от всех и от всего. Как немножко задолбались вы по жизни. Как боретесь. И не видно конца и края этой борьбы. Может быть, вы не получили тех результатов, на которые надеялись. Либо не случилось то, что было запланировано вами. В общем, очень много сил вы потратили. И кажется, что впустую. На самом деле это не так. Все, что было вами потрачено в плане сил, денег, энергии, все к вам вернется, все окупится, поверьте. Не за горами тот час, когда в вашей жизни все станет на свои места. Вы умничка, вы труженица, вы все делаете правильно, никого не слушаете, не давайте вот этим пессимистическим мыслям разрушать ваш мозг. Ваша интуиция и ваша путеводная звезда вас ведет. Здесь по-другому и не скажешь. То, что жизнь у вас непростая, извините, мы не выбираем себе, в какой семье родиться, либо в какой стране родиться, с кем вместе жить. Да. Изначально все уже прописано в нашей книге судьбы. Значит, ваша душа согласилась на эту жизнь. Значит, вам нужен этот опыт, и вы его добываете. Вы его не просто получаете, вы его добываете. Значит, девушки, поменьше принимайте на свой счет и знайте, что вы все делаете правильно. И то, что вы сейчас имеете, либо то, к чему вы идете, это достойный путь, достойная цель, и, конечно же, вы ее получите. Так, еще один важный момент. О ком-то вы думаете, вот какой-то кораблик у вас перед глазами. То ли вы думаете о том, кто уехал, то ли вы думаете куда-то поехать. Как бы там ни было, скоро эта мысль, она потеряет свою актуальность перед вами. Либо сама по себе эта поездка, да, она какая-то странная, сумбурная или эмоциональная, да, эмоциональное желание куда-то поехать. Либо человек, который уехал, да, вы как немножко привыкнете к ситуации, к разлуке и скажете: ладно, как поехал, так и приедет, да, что-то я тут распереживалась. Здесь, в принципе, смена идет, смена настроения, смена отношения. Плюс по поводу вас. Я вижу, что вы что-то запланировали с собой сделать. Либо очень хотите с собой что-то сделать, какое-то улучшение в себе сделать. Я вижу, что вы и так очень прекрасны, а вот эта ваша задумочка, она вас сделает еще краше. И еще краше. Только, скорее всего, вы немножко будете корректировать эту задумку. Либо к другому человеку пойдете, краситься, стричься, либо колоться, либо даже в какой-то другой город поедете. В общем, вас, опять же, ваша интуиция спасет. К плохому не пойдете, хорошего найдете, хорошего сделаете. Здесь, может быть, не так быстро все получится, но зато классно. Вот, вау-эффект будет. Так, и еще по поводу сбросить вес. Скорее всего, вес. Вы хотите сбросить вес, похудеть чуть-чуть, хоть на несколько килограмм. Смотрите, цель у вас классная, но к ней очень тяжело вам будет дойти, потому что вижу у вас срывы. Срывы на психоэмоциональной почве. Когда не хватает энергетики, вы начинаете кушать. Вы этого не замечаете, но вы кушаете. То есть нехватку энергетики вы пополняете именно за счет колоража, за счет еды. Да, это самый легкий и быстрый способ
пополнить свою энергетику, но он всегда ведет к лишнему весу. Извините, но так оно и работает. Вы постарайтесь вот эти моменты, когда вам, когда вы нервничаете, когда вы кушать хотите, вы вместо того, чтобы садиться за стол, старайтесь выходить из дома. Идите на природу, не знаю, даже если у вас поблизости и парков нет, но есть какое-нибудь одно старое дерево, идите к этому дереву, походите вокруг него, хотите пообнимайте. Берите энергию от природы, не из еды, а от природы. Поверьте, эта энергия, она более качественная, и она не ведет к лишнему весу. Я вижу, что вы к своей цели придете. Но здесь главное даже не прийти к цели, а скорее в этом весе, да, желанном весе, сохраниться как можно дольше. Чтобы это у вас все получилось, не едой пополняйте энергетику, а именно за счет природы. Есть возможность к водоему пойти, идите к водоему. Есть возможность в парке, в лесу погулять, идите, гуляйте, пополняйтесь, восполняйтесь, но не через еду. Не через еду. И, конечно же, себя контролируйте, потому что настрой-то у вас есть, и сила воли у вас есть, но из-за вот этих всех психических проблем, да, вы иногда собой не владеете. Так, по поводу тех, кто идет в вашу жизнь с любовью. Ну вот здесь мужчина какой-то вышел, перевернутый, как повешенный. Над ним огромная коса, вверх ногами висит. Он бы очень хотел к вам прийти со своей любовью, но знает, что не примете. Что, скорее всего, вот этой косой его и рубанете. Но какой-то бывший, причем, когда вы были рядом, он и не любил, и не ценил. Как только он вас потерял, потихонечку начало доходить, да, что вот к вам он был привязан, что с вами было классно, комфортно, что с вами какие-то ощущения у него были необычные, приятные. Но вот плохо вы расстались, плохо. И, может быть, вы ему так строго-настрого приказали, что больше ко мне и не приходи, не подходи, иначе вот косой тебя, да, задену, зацеплю, мало не покажется. Вот. Может быть, в принципе, мужчина даже где-то далеко находится, не в лучшей форме, не в лучшем состоянии, все о вас думает. Хотел бы он очень прийти, но поскольку повешенный, да, навряд ли получится. Скорее всего, этот мужчина будет проявляться через какую-то переписку, через какие-то звонки, либо даже удочку закидывать может через общих знакомых. Ну, типа узнать, как вы там к нему настроены. Это будет. Так, и еще... Здесь 3 мужика, но они прям знакомые, наверное, с друг другом. Либо они вместе работают, вместе общаются. 3 вместе. Один из них прям очень высокий, а 2 других, ну, такие средненькие. Вот эти 3 мужчины, как бы это правильно объяснить? Это не любовь, как любовь к женщине, скорее любовь как к человеку. Вы им очень-очень будете симпатичны. Именно сразу 3. Они именно у вас увидят те качества, которые, ну вот, желанны в хорошем, добром человеке, в подруге, в начальнике, в коллеге. Очень хорошо к вам будут относиться. Ценить, относиться, дружить, помогать, уважать. Ну вот все, чего вы захотите от этих людей, они вам будут давать. Ну потому что вы человек приятный, и они неплохие мужчины. Но это не про любовь, это именно про человеческие взаимоотношения. Сразу 3. Может быть, вы на новую работу поступите. Может быть, это ваши коллеги, да? Может, какие-то новенькие придут. Может быть, это какие-то соседи, я не знаю, может быть, знакомые какие-то появятся. Ну вот они втроем и очень хорошо к вам будут относиться. Любовь здесь платоническая к вам. Очень приятная, даже в какой-то степени вы можете этим пользоваться для себя, для каких-то своих благ. Этим мужикам в радость будет вам помогать, либо что-то для вас сделать. Очень хороший момент. Так, в следующем моменте мне показывают образ женщины, которая голову чем-то покрывает. Либо она любит всякие там платки, головные уборы, либо она, ну, по вере своей, да, голову покрывает. Может быть, волосиков у нее мало, да, и она их закрывает, ну, какой-то шапочкой, платочком. Такая женщина. Она к вам очень потянется. Потянется, потому что именно вас она будет видеть себя, например, в молодые годы. Вы ей очень понравитесь, будете очень импонировать, и она будет очень много усилий прилагать для того, чтобы с вами подружиться.
Нужна ли вам эта женщина, не нужна, я не знаю. Она у вас с левой стороны, для вас это будет неожиданностью. Но вот как добрый друг, да, добрый любящий человек, такая женщина зайдет в вашу жизнь. Ну, либо попытается зайти в вашу жизнь. Так, здесь у меня показан очень худой, ну, я так понимаю, ребенок. Ребенок, который ранее не проявлял какой-то особой нежности. Может быть, подросток, да, либо ваш ребенок, который где-то проживает, да, ну, там волей судьбы так случилось, там уехал учиться, либо уехал куда-то работать, либо вы куда-то уехали. Здесь более нежные отношения у вас пойдут, более нежные, может быть, станете больше общаться, может быть, как съедетесь, но съедетесь навряд ли, скорее как больше общения будет там в интернете, по телефону. Может, чаще встречи будут у вас. Прям рукой вам машет с левой стороны. И это будет удивительно. Прям потянется, к вам потянется. Очень много вопросов, очень много общения вот с целью у вас чему-то научиться, узнать ваше мнение, выслушать ваш опыт. Такого идет. Может, даже это и не ребенок. Может быть, это человечек гораздо моложе, чем вы. Ну, например, на работе какой-нибудь там, ну, коллега, да, появится, девушка либо парень, прям совсем молоденькие, зелененькие. И вот прям будут тянуться к вам как к маме, да, не просто как к старшей, там, к старшей коллеге, как к маме, да, как к родному человечку. И вы прям себя ощутите, да, что вы их обучаете, что вы им помогаете, что подсказываете. Такой хороший знак на самом деле. Уважать вас очень сильно будут. Уважать, ценить. И даже, может быть, какие-то очень необычные, приятные слова от них будете выслушивать. Так, здесь какой-то человек, который над вами издевался, либо очень болезненные отношения у вас были с этим человеком. Смотрите, от этого человека вы услышите слова, как «я все это делал, потому что я тебя любил», там, либо «любила». Это будет как гром среди ясного неба, ну, вы не поверите. А я вам скажу, что да, бывают такие формы извращенной любви, когда человек свою любовь через боль передает, да, причиняя боль, ну типа я тебя люблю, поэтому я делаю тебе больно. А вот кого я не люблю, тем я больно не делаю. Вы просто услышите эти слова, либо вы узнаете эту причину. Для вас это, конечно, будет очень непонятно, неприятно. И на человека посмотрите как на умалишенного. Ну, приблизительно где-то так оно и есть. Человек явно не в себе, и любовь у него, либо у нее, ну, реально больная. С правой стороны человек со спины вам это говорит. То есть как-то неожиданно это все произойдет. Я думаю, что такую любовь вы не примете. Вы ее отвергнете, будете бежать как можно дальше, да, от такой любви, такой болезненной любви. Кстати, может быть, даже вам будут предлагать что-то в плане любви, которое причиняет неприятность. Ну, например, будь моей любовницей. Я там женатый мужик, но я могу тебе там помочь финансово, там, в карьере, еще где-то могу помочь. Ну, будь моей любовницей. Вы скажете, фу, какой ты мерзкий, и убежите от него. Да, такого мужчины, такого предложения. То же самое, если смотрит меня мужчина, да, женщина может вам такое предлагать, и вы скажете, не-не-не, лучше я без всякой помощи, без денег, без карьеры, да, но сохраню свои моральные ценности. Ну вот прям неожиданно это все произойдет, и прям как больку какую-то даже ощутите. Так сердце сожмется, скажете, фу, какие предложения гадкие. Да. Так, и еще с левой стороны мне показывают человека, с кем у вас будет новое знакомство. Этого человека нет еще в ваших глазах, нет в вашей голове. Вы его не знаете, образа нет. Человек идет, новая фигура, но ключевая. Видите, на ключе сидит. На ключе. В руках палка. Палка. Может быть, это палка как инструмент. Может быть, действительно человек опирается на палку. Может быть, он в какую-то игру играет, где палка нужна. Например, там хоккей, да, либо гольф. Что-то с палкой он мне ассоциируется. А может быть, у него какие-то проблемы с ногой,
либо будут проблемы с ногой, да, временного характера. Ну вот он с палками не идет. Ключевой человек в вашей жизни, вот в момент вашей встречи, знакомства, момент встречи, знакомства, он не просто так идет, он идет по судьбе. Этот человек как-то вот с первого взгляда воспылает к вам чувствами, сильными, такими жгучими чувствами. Это не только про страсть, это про любовь, которая поглощает целиком и полностью. Но человек будет скрывать эти чувства, скрывать от вас. Почему-то идет информация, что очень долго вы будете идти по жизни, как две параллельные прямые. Очень сложно будет вам сойтись, да, сделать это пересечение. Не могу понять, почему. Все-таки у нас общая отсыпка. Понятно, что у каждого своя причина будет. Но этот человек полюбит вас с первого взгляда и будет вас любить просто до конца. До конца. Давайте я сейчас на оракуле посмотрю, что за человек и почему так долго будет ваши судьбы идти не вместе, но рядом. Для начала хочу посмотреть, кто этот человек. Ну, верный друг. Ух ты. Ну, хороший человек, чистой душой, светлый человек, верный друг, надежный товарищ, который, как я сказала, да, сразу вас полюбит. Открытая, чистая детская душа. Хорошо, тогда почему он не раскроет своих чувств? Почему вы так долго не сможете как-то соединиться, объединиться? В чем причина? Хотя бы намек. В чем может быть причина этой заминки? Тут очень много сомнений. Много сомнений. То ли вы закрыты, то ли мужчина какую-то информацию о себе не будет сообщать. Так, а ну-ка, есть предположение. Да, вот. Он семейный, либо вы семейная. Поэтому долго будете друг к другу присматриваться, долго будете идти параллельно. Долго будет эта ситуация длиться. Либо вы семейная, либо он семейный. Поэтому вот такая ситуация. Но мужчина полюбит вас с первого взгляда и будет любить вас до последнего вздоха. Хороший мужчина, хороший. Девчонки, если чувство будет взаимное, ответное, то, поверьте, из вас получится прекрасная семья. Пусть не сразу, не в кратчайшие сроки, но в обозримом будущем ваши две прямые все равно соединятся. Потому что такие чувства так просто людям не даются. Я вам даже больше скажу. Не каждый в своей жизни любит. Не каждый. Некоторые люди даже себя не умеют полюбить за всю свою жизнь. А когда дается человеку любовь, это как награда. Награда от высших сил. Любить и быть любимым. Вот вам такая награда дана. И этому человеку тоже. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.